19 декабря 2024 года в Национальном художественном музее Республики Саха открылась временная экспозиция художника-живописца, заслуженного деятеля искусств Михаила Васильевича Лукина в формате творческого вечера памяти. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Вечер созвал родных, научную и творческую интеллигенцию, земляков, почитателей таланта. Он ушел из жизни в молодом возрасте, оставив свое наследие и вдохновение для будущих поколений. Михаил Васильевич – уроженец Мегино-Кангаласского района, талантливый, блестящий живописец. Он прожил короткую жизнь, оставил очень много работ, да? Причем он яркий такой представитель шестидесятник. Его творчество такое очень масштабное, да? И, мне кажется, еще не до конца понятое. С детства я видела эту работу и всегда поражалась, почему эту картину никогда не выставляют, да? И, наконец-то, ее здесь выставили, и я очень рада. Его родственники и Валериана Васильева, да, они вот, Алас у них рядом находились. Так что это очень легендарная личность и такой деятель, он был председателем Союза художников, был очень такой, по тем временам говорили, что у него очень большая библиотека была. И вот он один из первых якутских художников, который закончил Суриковский институт, живописное отделение. Что касается живописи, то он является новатором, потому что он нашел он не только этюды писал, да, он действительно очень плодовитый был, очень много этюдов, эскизов осталось, но он оставил очень много таких интересных монументальных полотен, где мы видим совершенно новый подход композиционный. Так вот увидеть север, да, как Михаил Васильевич, по-моему, сейчас очень мало таких монументальных художников, они очень сейчас актуальны, можно так сказать. То есть он увидел глазами вот современного человека. Он реализм, но он совершенно другой, потому что это было 60-е годы, это совершенно другое время, закончилась война, страна была в принципе отстроена, мы полетели в космос, и население было молодое, оказывается. Когда смотришь статистику, то поражаешься. Оказывается, вот за этот период послевоенный население прибыло на 31 миллион. Это говорит о чем? Говорит о том, что появились совершенно молодые люди, амбициозные, умные, грамотные и тянущиеся, в принципе, к интеллигенции, к интеллигентности. Вот. И многие из них выбирали свой жизненный и творческий путь. Каким образом? Во-первых, у них уже был определенный жизненный такой вот как бы нарратив, да? Они прошли определенное время, какой-то жизненный путь, и они выбирали свой жизненный и творческий путь, ну, я думаю, очень серьезно. И основная масса из наших якутских художников в то время получила все-таки образование в центральных вузах. Поэтому вот наше искусство в 60-е годы, оно как бы выплеснулось. И Михаил Васильевич Лукин, он как раз из тех, прожил совершенно мало, 37 лет, но оставил такое наследие, которое, ну, оно предопределило как бы фундамент искусства вот уже другого времени, 70-е, 80-е годы, 90-е. Монументальная картина – это как раз в творчестве появилась впервые, наверное, да, вот именно в таком виде, какой мы сейчас вот видим, это, конечно, Михаил Васильевич Лукин. Ну, а мне кажется, на самом деле, когда я смотрю вот на эту вот работу, да, вот его заполярный цикл, это как бы открытие было, огромное открытие для якутского изобразительного искусства, потому что он открыл совершенно другую планету, совершенно другой мир, другую цивилизацию. Мы назвали эту выставку «Апология духовности». Почему? Потому что его работы, вот этого цикла, они звучат как, ну, я бы сказала, очень такая эмоциональная речь о той цивилизации, которую он открыл для нас, в которой живут совершенно другие люди, которые вот эта цивилизация сложилась на основе определенно длительного времени, и она связана именно с природой,
с гармонией между человеком и природой, которая вот именно в этих суровых условиях не просто выживает, но он и создает. И у него, мне кажется, мазок очень такой легкий. И вот когда я вот в эту работу, когда работа у нас стоит в запасниках, это просто инвентарный номер. А когда она в экспозиции, вот чем отличается, в принципе, классическое искусствоведение от музейного искусствоведения? Тем, что мы стараемся, мы строим свои экспозиции так же, как художник работает над своим произведением. Это все-таки огромный талант. А талант, он дается не каждому. Вот, и поэтому, когда входишь в залы музея, то всегда какая-то работа тебя притягивает. Не ты к ней подходишь, а она тебя тянет к себе. И вот в творчестве Михаила Васильевича Лукина, когда даже заходишь в этот зал, мне кажется, первое, что ты видишь, это его работы. Это художник на все времена. Очень хорошо о нем сказал народный художник Якутии Эдуард Иосифович Васильев. Он сказал на открытии вот персоналии, что Лукин, как художник и живописец, сумел преодолеть время, создав вечные вещи, потому что они живые. Выражая свое восхищение живописью Лукина, он также добавил мысль о том, что настоящее искусство не зависит от направления, течения и времени. Оно несет в себе поэзию и музыку. И живопись Михаила Лукина звучит. Это не у всех получается, а у него это получилось. И он еще сказал о том, что Михаил Васильевич, его творчество, оно переживет века. И я с ним вполне согласна. И я желаю, чтобы зрители, которые приходят в залы нашего музея, они понимали вот суть творчества тех мастеров, которые свое искусство принесли к нам, зрителям, и открыли свою душу, открыли вот этот другой мир, открыли душу северян, чукчи, юкагиров, как они живут. То есть вот для него гармония и природа – это самое главное. Спасибо. Которая осветила нашу Якутию, наших художников, буквально ворвавшись в жизнь Якутска, заварив активную деятельную жизнь в Союзе и также открыв для всего Советского Союза красоту Арктики. Всего было дано этому человеку 37 лет, но это золотые 37 лет, потому что тот след, который он оставил в истории искусства Якутии, в истории Союза художников, это неоценимый вклад. И, конечно, мы благодарим семью, которая уже многие десятилетия связана и с деятельностью нашего музея, с жизнью нашего Союза художников, Евдокию Николаевну, замечательной датой. Поздравляю вас с этой выставкой, с творческим вечером и издания, календари. Это семье. Потому что разница в возрасте между Михаилом Лукиным и моим отцом Афанасием Собакиным всего в 1 год. Мой папа на 1 год старше. И я также, как сестры Лукины, с детства росла в художественном мире, видела, как работают художники, какие у них работы, как у них проходят общественные события. То есть для меня это все очень дорого и очень близко. И уже было это, ну, как сказать, послевоенное время, уже страна возрождалась, бурно росла. Настроение в обществе, в принципе, было оптимистичное. Так что даже и люди, которые находились в очень суровых условиях, да, вот по той картине, хочу сказать, вот эти, они выглядят очень мощными. Даже вот собаки какие-то такие мощные, да, все какое-то богатырское, да, как Галина Афанасьевна. Это вот наш сотрудник, ученик Марианны Михайловны, Жанна. Будь добра. Тебе слово. Мне повезло стать ученицей Марианны Михайловны и на своем опыте впитать в себя ценные знания данного родового таланта, действительно родового, потому что
в каждой работе Михаила Васильевича чувствуется любовь и патриотизм к своей родине. Даже если посмотреть близко на работу, мы можем проследить в какой-то степени академизм в темных местах, тонкий мазок, да, переходящий в что-то общее, светлое, где самые светлые оттенки кажутся объемными. В начале 60-х годов в Якутии произошло чудо. Появились такие художники, это вот Лукин, Осипов, Валериан Васильев, Илья Сивцев, Собакин. Это такие художники, которые работали на мировом уровне. Вот это же чудо. Это в далекой Якутии появляются мастера, которые могут, ну как сказать, по всему миру показывать свою работу. И это будет нормально. Никто не скажет, что это что-то там неполноценное. Понимаете? Вот на такой уровень они подняли изобразительное искусство в Якутии. Вот это приятно художникам. И мы должны им быть благодарны, я считаю. Вот наше поколение, например, нашему поколению было на что равняться, куда стремиться. Вот. Засимов и Михаил Васильевич все начали свое творчество с северной темы. Потому что когда они учились в Москве, но я тоже там же училась в этом, но чуть попозже, нам все говорили: вы из Якутии, вы хорошо ездите на оленях, вы хорошо знаете вообще север. Им казалось, что север это тундра, олени и так далее. Это было тоже экзотично и для наших, потому что и Михаил Васильевич, Афанасий Николаевич, Мунхалов, они не были раньше на севере. И теперь они ринулись, потому что они помнят, что там что такое очень странное, экзотичное есть, которое от них ожидает. Вот начинается у них северная тема. Теперь я хочу сказать, что такое профессиональное академическое образование, конечно, очень сильно скатывается в каждой мелочи, казалось бы, да, потому что, ну помните, да, Суриков, он говорит: никак не могу делать так, чтобы сани двигались, когда он Боярыне Морозову писал. А смотрите, как у Михаила Васильевича, прямо они, и даже движение чувствуется, и вот это медленное все, это очень высокий профессионализм во всем, когда работает так художник. Не просто это пейзаж севера, а дыхание севера, движение севера. Это все есть у Михаила Васильевича. А еще прекрасные портреты. Я помню портрет, когда Евдокия Николаевна писал, такой красивый тоже портрет был. Я хочу поздравить, мы все назвали Дуся. Дуся, Евдокия Николаевна, поздравляю тебя с солидным юбилеем. И, конечно, вы знаете, что это первая женщина, кандидат географических наук, геодезист из наших вот якутских. И это действительно так. То, что она до сих пор, я не знаю, наверное, в этом году ушла, до сих пор почти работала в СВСУ университете. Потому что жизнь свою отдала действительно любимому делу, геодезии, и обучает других. Просто один все-таки прожил длительную, большую жизнь, сделал все, что хотел, а другой, можно сказать, умер на взлете. То есть, когда уже начинается мощная профессиональная работа, человека не стало. И я подумал, что если бы Михаил Васильевич был жив, это была бы мощная конкуренция. То есть, в самом хорошем смысле. Потому что начинали они примерно одинаково. Действительно, отец, я помню, все время ездил на север, приезжал, пухлянку свою сбрасывал, там, тормоза, которые потом выносили на мороз, потому что неделями жил тоже в стадах. Вот. А теперь я смотрю, что это фактически параллельная жизнь шла не только в искусстве, но и вообще, ну, я имею в виду в творчестве, да, как таковое, потому что
художники бы, я бы не думаю, что они бы конкурировали, но они, по крайней мере, оглядываясь друг на друга, может быть, я даже не знаю, может, папа пошел бы другим путем или еще как-то. Но вообще-то было бы очень интересно. Вот и потом я еще подумал о том, что вот талантливые люди, ну, это уже избитая фраза, уходят очень рано. Вот сейчас вот выставка Юрия Ватякова внизу идет. До этого в прошлом или позапрошлом году были Яна Васильева была. То есть люди, не дожившие до 40 лет. Это поразительно, какой, в общем-то, мощный бы толчок получило якутское искусство, если бы они прожили всю положенную жизнь. Ну, хотя бы вот до моих лет. Вот. И тогда бы уже это искусство могло бы быть более таким многогранным во всех отношениях. Ну, сослагательное наклонение, конечно, не годится, но тем не менее вот очень жаль. Вот такая небольшая экспозиция дает понять, что это был очень большой художник. Ну и слава Богу, вот здесь нет Буяра, нет Кати Шапошниковой, но именно художники того поколения оставили большое наследство в виде вот Марьяны, Ольги, двух сестер Шапошниковых, потому что это все ребята, ну как ребята, мужчины одного поколения. Ефим Шапошников, Михаил Лукин, Афанасий Собакин, Афанасий Иосифов. В принципе, вот очень хорошо, что линия не прерывается. Спасибо всем. Я недавно разговаривал с одним человеком, который 20 лет прожил на Крайнем Севере, ну, по работе, по распределению. И вот как-то он, а я его очень уважаю, его жизненный опыт, и он как-то мне сказал: слушай, люди Севера — это космические люди. Ну, мы знаем, там живут эвены, да, ну, здесь на Савенке, там, юкагиры, Галган, да. Но он просто сказал космические, а сегодня кто-то говорил вот про людей Севера, как их отразил Михаил Васильевич в своих картинах, да. Вот современным художником, по-моему, якутским северным художником нельзя называть художника, пока он, как вот то поколение, не побывает на севере и не посмотрит. Эта вся действительность там сохранилась. Эти оленеводы и рыбаки, и дигирки, они сейчас там есть. Это последние люди, которые буквально, может быть, через 15-20 лет навсегда уйдут. Потому что и рыбы уходят, и олени уходят. И вообще, сами знаете, молодежь максимально мигрирует в центральную Якутию и уезжает куда-то даже за рубеж. Поэтому вот этот пласт, культурный пласт северный, он должен быть зафиксирован. И вот мне кажется, может быть, какая-то специальная программа должна быть у молодых якутских художников, которые должны побывать на севере, сделать вот этот спектр работ. Марьяна, как-то мы когда делали по Марьяне какие-то выпуски, она сказала, что я путешествовал по северу по картинам своего папы. То есть у него был такой широкий спектр работ, там очень много этюдов еще, кстати, да, по которым она могла прочувствовать вот этот север. И вот я просто говорю, мы говорим север, да, но я один раз в 2005 году побывал в Булунской тундре, да, я вот это космическое вот такое небо никогда в жизни не видел. В центральной Якутии его нету. И вот когда ты на 20 километров можешь вот на 4 стороны вот увидеть вот эту даль горизонта, это действительно какие-то космические пространства и масштабы. Поэтому художником, я еще раз скажу, молодым, нельзя назвать художником, пока он сам на севере не побывает. И то, что вот сегодня Зинаида Ивановна тоже сказала, очень хорошо это отметила, я тоже вот это как раз вот подчеркиваю. Все вот об этом говорят. И это очень, мне кажется, важно. Я тоже поздравляю семью Лукиных с сегодняшним вот этим событием, 95-летием их отца. И желаю, чтобы вот это творчество, которое реализовалось, оно потом впоследствии питало молодое поколение якутских художников и искусствоведов. А вот еще я что-то хотел сказать, вспомнил, да? Это же такая коротенькая эволюция. Тут буквально с 50-х годов профессиональное изобразительное искусство Якутии развивается. Ну, это вот 70 лет. И все вот эти поколения, которые прошло
от средневековья через Ренессанс, через романтизм, через барокко и так далее, академизм, классицизм, они же все это впитали. И поэтому, мне кажется, каждый якутский художник вот этого первого поколения – это целая эпоха, в которой можно найти и Ренессанс, в которой можно найти и средневековье, может быть, можно найти еще и романтизм, сентиментализм, и реализм, естественно, да? Вот мне кажется, каждого художника можно раскрыть через вот эти этапы, потому что они все это интегрально собрали в свое творчество. В 60-е годы я была школьницей еще, и появились художники. Мы жили по соседству, я жила на Академической, вторая Академическая, ходила в 20-ю школу учиться, и к нам пришла девочка из Мехино-Кангаласского улуса, Лидия Игнатьева. Оказалась она племянница Михаила Лукина. Мы с ней учились в одной школе, в одном классе. Как-то она меня пригласила к себе. Она жила тогда вот в семье Лукиных, со своей мамой. Мама, сестра Михаила Лукина. И я вот попала в этот дом, о котором много рассказывали в Сайсарах. В Сайсарах стояли, строились сайсарские дома, стандартные, деревянные, небольшие. И вдруг появился большой деревянный дом на Третьей Академической, да, вы же видите? Третьей Академической. И вот все интересовались, чей дом? Потом пошли, у нас была соседка, которая все знала, что творится в городе, что творится у писателей, у артистов. Приходила к нам, рассказывала. И вот говорит, это дом художника Лукина. Я попала в этот дом девочкой, школьницей, и, конечно, была поражена. Большой дом для меня. Много книг было, я просто... Тогда книги, это вообще редкость такая была, не у всех же была возможность покупать книги и создавать свою библиотеку. И я, конечно... Потом я как-то увидела, гуляла по Сайсару с подружками, вижу, идут интересные мужчины такие, да, в шляпах, пальто такие длинные у них, модные, с ремешками, и такая веселая компания. Я обратила это внимание, потому что они ни на кого не похожи были. Очень интеллигентные, очень красивые, и какие-то такие, вообще совсем другие люди. Это оказались вот как раз Афанасий Собакин, это позже я составила, да? Он тоже жили в Сайсарах, там, Академгородок, а его жена, Нина Григорьевна, она преподавала в 20-й школе, вела географию, да, ботанику. Вот, и я еще помню, когда я была в редколлегии, работала, да, в школе, и там надо было писать шрифтом каким-то красивым, уголок чего-то класса и так далее. А я шрифты, конечно, не умела там. Кое-как что-то накалякала, потом она взяла, на другой день принесла, уже так красиво это уже ваш папа написал. Я впервые поняла, что как надо как-то работать. И потом, когда я узнала, что это художники, такие интересные люди, вообще для меня было открытие. И я как-то так, не задумывала, что я буду художником, но эта профессия как-то запала мне в голову. И первые картины живописные я увидел вот у нас в Академической, я с Кентика, в Кентике. 60-е годы ездили это художники отсюда, с города, да. И вот от Лукина остался там где-то 5-6 работ таких. И где-то я в 2 классе учился, и в клубе так висели эти работы, но я не знал, кто писал, чьи работы. Там, наверное, написаны были их фамилии. Но потом в старших классах, когда я учился, у меня брат учился в Рыбинке, и он говорит, помнишь, там работаю? Вот такая, больше это была работа. Там эти северные люди танцевали, сели, да, и там еще олени были, очень красивая работа. И постоянно мне брат, знал, что я уже рисую, и пример ставил, помнишь, что работа это? Тогда он говорит, это работа Лукина.
Да, я помню. Ну, тогда я маленький был в втором классе, поэтому мне, может, показалось, что работа большая. Ну, как такую большую работу они туда в Кинтик привезли, я не знаю. Но вот десант, который из якутских художников были, там, по-моему, был Петров, ну, Лукин, еще Засимов, и Крылатов. Крылатов тоже из Урага. Солнечники, потом паспорт, и еще вот это писать ночную, вот эту, ну, луна здесь, писать тоже это. Ну, грамотно или вот это сразу видно хорошее академическое, это, ну, конечно, это Сурикова, Репина, это известно, но вот как они, вот сижу и смотрю, как я тоже этого питерского художника учился, и он как объяснял вот, лунную ночь писать, и вот смотрю, вот там, вот, здесь вот теплые цвета, а там чем холодные, ну, очень тонкие такие нюансы. И последователи Крылатов, да, который рассказывал, который придумал геометрию Густава Усова, открыл выставку в нашем русском наследии, это маленький наслед, который, вот, получается, сейчас продолжили тему, открыли недавно выставку тему работники колхоза, где нарисовали портреты работников, колхозных работников тех годов, и как бы продолжили тему колхозной галереи. Да? И вот наш глава Анатолий Васильевич и жители Русынского наследия вам выразили благодарность, и от имени Русынского наследия вам вручаю слова благодарности. И вот вам наши спасибо. Михаил Васильевич өлелерinin музейге өлелер hürbekki hılım tukarı bevelde anakaylar bedim. Onda bu Mariana Vasilyevna miyaha hasta da hediyevi onun acakadam bilir olum. Onu ülelerin sürdüğün, ağatın ülelerin sürdüğün karıştır, onu bastır, gelenler Meryem Tomurya nahar. Vallahi onu da kendini suğulan, kayan, kaydak kanların tuğ bıgıdının, ülehinin bıgıdının ulkandık. Tuğda beni mannağlar kurduk, mandık anal tuğdu Karayan en silah o kayda hatır bunun karayan kendikim. Ületin nasıl ülüm beyim, tuz beyim. Tamali da kana bu ki nar nanıbın hurriyatçı bu da bollar tövbe hurriyare bir de bollar diye. Onu kini hatır bulan devamlı istenen buyan ülüger elbak üleni kaldırdı. Onu bırak ki tırnağın etişçeni Hürriyet kalları hoğateliye kurduk halilin gene. Onun bu naha oluğu üçüveydik bağrının suribut bir cimle koruğu yok diyen anıydı. Ona kadar da herif bilim, gıyırlı karapa karna kalladı, kadar istilah yarattı burada. Onu görmenin bir sürede ara kabul ulu kindir. Onu şu yemin. Gelen köpüdür. Onu iki durumdur. İki portret var, onda bir peyzaj vardı. Onu karşıdan dönen buldum. Belki nadı bol diyelim. Yani bir dudak bulayı. Onu tam bu toğun ulugar anlamaya müstakka arındı diye. Onda bir ülkelerek ekkel kalbitre oluyor kalende kopyalanıp bulayı. Sıfırlı toğa köspütter. Kikiniga kimde köpüdür. Onun sengerliği de gay biledi bit. Ondan bu ağağıt 95 anın naşımanlık выставка turbutundan istirahattan ben artıktan onunla kolektivim artıktan ağateliğimin onunla sebepki cebelin tutarlı kömürler. А вот твой отец делал вообще невозможное, он мне говорит. Он говорит, посмотри, как один мазок передает снег. Один мазок, он говорит, человек берет кистью краску
И он знает, какие краски надо смешать сразу, чтобы в одном мазке передать вот этот вот кусочек, например, снега. Действительно, то поколение было художников якутских на мировом уровне. Просто мир об этом не узнал, потому что был, конечно, железный занавес. Мы сидели под колпаком и не общались с миром. Или общались очень мало. Правильно? Никто не ездил со своими выставками никуда. Вот. И это, конечно, способствовало тому, что о нас мало кто знал, о наших художниках. Я как-то так, вот у меня такое впечатление, что в его творчестве, в общем-то, не было каких-то остановок, не было падений, как у некоторых художников бывает, что вот сегодня мне, не могу работать. Потому что вот за такой короткий срок, 37 лет человек прожил, но оставил такие мощные полотна. И поэтому очень хочется, вот немножечко Ольга рассказала, что вот она когда-то видела художников, Мария Афанасьевна, а вот Ася Львовна, она тоже когда-то видела Михаила Васильевича Лукина, и вот хочется просто, чтобы вот ее впечатления такие яркие, она у нас человек очень эмоциональный. Расскажи, пожалуйста, каким он тебе запомнился? Очень уважаю династийные семьи. Семья Шапошниковых, Собакиных, Осиповых, Лукиных, потому что у них очень крепкие такие древние какие-то родовые корни, очень масштабные, космические. Почему я говорю так? Потому что родились они не просто, вот мама с папой встретились, вот Марьяна родилась. Да нет, это тысячелетиями клеточка эта, которая где-то когда-то зародилась в недрах, в суспензии мирового океана, если так вот думать, как зародилось человечество. И оно тысячелетиями это все нарастало, делилось, росло, превращалось в человека, в какую-то пылинку, живое существо. И, наконец, оно выплеснулось вот такими талантами, как эти семьи, в которых вот она сидит очень крепко, очень цепко, и выдавая нам, миру, человечеству, вот что-то такое, что для нас, может быть, открывается, когда мы глядим на их творчество. И еще я хочу сказать о женах художников, и вспомнить Татьяну Карамзину, вспомнить милейшую Розу Афанасьевну Петрову. И, конечно, Евдокия Николаевна с очень трепетной, нежной душой. Вот на вид она очень суровая женщина, красивая. Я помню ее в молодости, ослепительная, белоснежная, то и Армако якутская, Вот из Улан-Удэ человека вышел, особенно в белой шапочке с длинными такими ушками. Евдокия Николаевна, вот Марьяна очень похожа. И душа-то какая у нее трепетная, нежная. Ведь она пишет стихи. Она столько стихов посвятила своему мужу Михаилу Васильевичу. Это просто удивительно. И очень хотелось бы, чтобы дочери расшифровали все ее, я не знаю, дневники или вот эти записульки. Потому что однажды я читала ее стих, она перевела для меня на русский язык. Это просто музыка, это удивительно. Поэтому нижайший поклон, Евдокия Николаевна, вам за ваш талант человека, жены, вот какой-то любви, в которой купался Михаил Васильевич. Еще хочу сказать о том, что, будучи подростком, я ходила к отцу в Полярную звезду. Тогда и Союз писателей, и Союз художников, они находились в одном здании, бывший Минфин с колоннами, такое сталинский ампир, улица Кирова, 15. Это здание до сих пор есть, очень красивое, и тоже на нем печать своего времени. И вот, когда эти два союза находились вместе, и когда я к ним приходила, они меня просто ошеломляли своими какими-то разговорами, что ли, очень живые какие-то люди. Обычно, северяне, у них неподвижные лица как-то, сильно неэмоциональные, а там вот я сейчас понимаю, что это был и разума великолепный пир. Это было какое-то чудодейство,
когда еще и писатели, и художники, например, поднимали общую тему, о чем-то говорили, спорили. И очень жалею, что я, будучи подростком, просто глядя на них, удивлялась, что ли, что какие-то необыкновенные люди. Ну, а Михаила Васильевича я запомнила в такой шляпе. Не знаю, кто... Их много было в шляпах и длиннополых пальто. Отец мой тоже так же ходил. И это делало их старше намного. А ведь действительно 37 лет. Но по сравнению со мной, это сейчас мальчишка, собственно говоря. И столько сделано, столько отдано миру. Вот эта красота, вот эта любовь. И вот академическое говорим. И слово академическое звучит как-то засушенно. А вы посмотрите, как это живо, как это здорово, как воздух передан. И действительно, север, он дает такое. В 1978 году я была в МОМе. Это просто, я там среди поля упала на колени, потому что это было просто великолепие. Белоснежное такое пространство, и горы как будто вот рукой потрогать. И там удивило меня то, что я увидела оленей, которые как бы плывут по ярко такому бирюзовому небу. Белое стадо оленей. Ну что за картина, непонятно. Дойду, думаю. Иду по наивности. Вот 30 минут прошло, около часа прошло, а я даже не приблизилась ни на йоту. Это вот такой прозрачный воздух. Это так далеко видно и так четко, ясно, что это удивительно. Действительно космические масштабы, о которых говорили здесь. И действительно космическая музыка звучит в горах, скалах Афанасия Осипова. Это удивительно, это музыка, такая драма, там столько там чувств этих в душе поднимается. Это удивительно, что может дать человеку настоящее искусство. И вот за этот Божий дар, за то, что вы сохраняете и продолжаете эту эстафету, я говорю огромное спасибо, Марьянушка, вам, вашей маме, которая была вдохновителем вашего отца, который любил, конечно, ее безмерно. Это ощущается по вам, по Лиане. Причем она вот очень, как бы, больше напоминает отца. Черненькая такая же, темненькая. Вот. Хотя мама очень сильная кровь, конечно. Видно, что вы сестры. Вот это я хотела сказать. И мы очень гордимся тем, что в нашей коллекции есть такие художники, есть что показать. И вот все-таки они несут в себе, вот мы говорим, вне времени. Да, они вне времени. Это искусство великое. В то же время в них сидит время, сидит своя эпоха. Это я хорошо прочувствовала, когда делала выставку Афанасия Собакина. Какие были до этого работы. Пока он не поехал в Москву и не окунулся в ту атмосферу, не увидел какие-то вот эти выставки удивительные, и Рерих там, и так далее. И он приехал, он стал совершенно по-другому мыслить. У него нету вот этого, вот там очень показательный охотник у нас есть, написан так, даже, скажем, суховато, как-то вот какой-то вот он весь монументальный, что-то в нем все правильное, все в нем присутствует, но в то же время есть какая-то лакировка, что ли, как вот говорят. Но он такой румяненький охотник, такие там за елочку чуть ли не зайчики прячутся. Такой да? стандартный он какой-то. Да, да. И вдруг эти стерхи. Совершенно прям как будто бы человек проснулся, отряхнулся и увидел мир по-другому. Эту музыку, вселенскую музыку он ощутил. Это все-таки было в то же время. Это нужен был толчок, это нужна была оттепель, это нужны были веяния новые в умах. И, конечно, нашим молодым надо раскрывать красоту родного края. Хватит Монголии, хватит там чего-то открывать для себя. Ну, может, не хватит, но свой край познавать надо, любить надо. У него огромные масштабы, 3 с лишним квадратных километра. Вы представляете, сколько, даже в уме непостижимо, сколько это. И какие величайшие реки пересекают это пространство. И какие народы там живут. И у каждого культура, великая культура. Вот говорили о юкагирах, это просто замечательно. Об эвенках, долгане, разные культуры. Но все это несет такую красоту и так облагораживает, и так радует, что такое многообразие мира. Спасибо. Я очень
благодарна Лукину Михаилу Васильевичу за то, что он подарил мне двух замечательных дочерей. Одна из них, Асия, пошла по дороге отца и стала художником. И очень благодарна конечно, очень всех благодарю. И тех, которые с работы моей пришли, и родственников, которые пришли поздравить меня и моих дочерей. Наш Национальный художественный музей, что они за столь короткое время пошли навстречу и сделали этот прекрасный творческий вечер и сделали небольшую, но очень впечатляющую выставку. Потому что каждый раз, когда я готовлюсь к выставке папы, я вытаскиваю их, и они для меня как будто открываются заново. Ну, и вот за этот срок я буквально 2 недели подошла вот к директору Владе Владиславовне, и они успели создать, согласились провести этот вечер и сделали эту прекрасную выставку. Хочу всех поблагодарить, все руководство музея, все, кто работал над этой выставкой. И особенно вот поблагодарить хотела куратора этой выставки, нашу уважаемую, любимую Галину Афанасьевну. И так совпало, я сначала не поняла, я только потом вспомнила, оказывается, это ведь день рождения у Галины Афанасьевны. Прекрасный возраст, прекрасный день рождения, и так совпало с этим вечером. И разрешите, Галина Афанасьевна, поздравить вас с днем рождения и преподнести вам... Амбициозные, красивые, мощные, да. И, конечно, они выбирали эту профессию, потому что они выбирали свой жизненный путь. Они все закончили, в принципе, получили хорошее образование в центральных вузах страны. И вот то, что они нам оставили, это наследие, и то, что хранится в семьях, пока живы, как говорится, мы, их работы они всегда будут. Но будет живая память об этих людях. Я вспоминаю фотографию. Кстати, давайте сфотографируемся. Да, мы сфотографируем. Общее фото. Внимание! Снимаем!